Уважаемые коллеги, добрый день. Представлюсь, меня зовут Евгений Викторович Поляков. Являюсь старшим методистом кафедры гуманитарного образования ВУМе Республиканского института развития образования. Также являюсь методистом лаборатории развития этнокультурного образования. В свое выступление постараюсь кратко представить методологические основы изучения курса «История», а также современные технологии и средства обучения в реализации концепции преподавания учебного предмета «История». Уважаемые коллеги, вначале кратко представим методологические основы изучения курса по истории, которые отражены в концепции преподавания учебного курса «История России», утвержденной решением коллегии Министерством просвещения Российской Федерации от 23 октября 2020 года. Позвольте несколько слов сказать о концепции. Концепция преподавания учебного курса «История России» является частью комплекта концептуально-нормативных материалов, определяющих основы изучения отечественной истории в современной российской школе. Она дополняет положение созданной ранее концепции нового ОМК по отечественной истории 2014 года и развивает их применительно к реальной учебной практике. Тем самым выстраивается системное обоснование курса «История России», задачи и планируемые результаты изучения курса, состав учебно-методического комплекса по отечественной истории, содержание курса, методы и технологии преподавания. Актуальность созданной данной концепции диктуется высокими требованиями современного общества к качеству исторического образования, возросшим общественным интересом к событиям российской истории, развитием отечественной и мировой исторической науки, накоплением новых исторических знаний. Концепция направлена на повышение качества школьного исторического образования, воспитание гражданственности и патриотизма, развитие познавательных и социально значимых компетентностей учащихся. Уважаемые коллеги, перейдем к рассмотрению методологических основ курса «История России», представленных в концепции. Первое – это многоуровневое представление истории. Курс отечественной истории сочетает историю российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю. Локальная история – это прошлое родного села, города, региона. Такой подход призван способствовать осознанию обучающимися своей социальной идентичности в широком спектре. Прежде всего, как граждан России, а в связи с этим жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. Необходимо обращение обучающихся к изучению локальной истории своей семьи. Это способствует развитию умений применять полученные на уроках знания, приобретению опыта поисковой и аналитической работы на доступном и близком им материале. Вместе с тем, предусматривается раскрытие связи отечественной истории с ведущими процессами мировой истории. Особое значение это имеет для истории нового и новейшего времени, когда Россия стала активным субъектом мировой истории. Произошло значительное расширение ее контактов и взаимодействия с другими странами. Вторая методологическая основа – это многоаспектный, многофакторный характер истории. В курсе отечественной истории объективно существует больше, чем в других дисциплинах, возможностей для раскрытия разных сторон исторического процесса. О каких именно сторонах? Речь идет о внутренней и внешней политике государства, взаимоотношении власти и общества,
экономике, социальной стратификации, общественных представлениях и повседневной жизни людей, в военном деле, о защите Отечества, о развитии в стране науки, образования, духовной и художественной культуры и так далее. Таким образом, складываются условия для комплексного, интегративного анализа исторического процесса, формирования у учеников объемных и системных исторических знаний. Третья методологическая основа – человек в истории. Для преподавания истории исключительно велика роль историко-антропологического подхода. Именно человеческое измерение истории прививает интерес и уважение к своей истории, служит источником формирования у молодого поколения личностного, эмоционально окрашенного восприятия прошлого. Так, воспитанию патриотизма и гражданственности у обучающихся при изучении отечественной истории способствует обращение к ярким примерам трудовых и воинских подвигов многих поколений россиян. Величие побед и тяжесть поражений убедительно раскрываются через жизнь и судьбы людей. Поэтому особенно важно, чтобы на уроках истории было отражено присутствие человека в конкретных исторических событиях. При этом хочу подчеркнуть, что речь идет как о выдающихся исторических личностях, лидерах, которым посвящаются отдельные биографические справки, ну, например, Петр I, так и об обычных рядовых людях. Наряду с событийной историей предполагается расширение материала о повседневной жизни людей в разные исторические эпохи. Перейдем к рассмотрению следующего методологической основы – это историко-культурологический подход, пространство диалога. Образы культуры в историческом образовании являются важным ресурсом формирования мировоззрения. Характеристика многообразия и взаимодействия культур народов помогает формировать у обучающихся чувство принадлежности к общему культурно-историческому пространству, уважение к культурным достижениям и лучшим традициям своего и других народов. Важным в мировоззренческом отношении является также восприятие обучающимися памятников истории и культуры как ценного достояния страны и всего человечества. Уважаемые коллеги, представим содержательные линии учебного предмета «История». Первая содержательная линия – это хронологическое время. Хронология и периодизация исторических событий и процессов. Вторая содержательная линия – это историческое пространство. Историческая карта России и мира. Отражение на исторической карте процессов взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. Третья содержательная линия – это историческое движение. Что туда входит? Это входит в эту линию. Это эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального производства техники, изменение характера экономических отношений. Далее, это формирование и развитие человеческих общностей, социальных, этнонациональных, религиозных и так далее. Образование и развитие государств, их исторические формы и типы. Эволюция и механизмы смены власти, взаимоотношения власти и общества, тенденции и пути преобразования общества, основные вехи политической истории. Далее, следующее, что входит в историческое движение, это история познания человеком окружающего мира и себя в мире, становление религиозных и светских учений и мировоззренческих систем, развитие научного знания и образования, развитие духовной и художественной культуры,
Многообразие и динамика этических и эстетических систем и ценностей. Вклад народов и цивилизаций в мировую культуру. Далее, это развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями, ну, а также проблема войны и мира в истории. Отдельно хотел бы остановиться на такой содержательной линии, как человек в истории. Это сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названные содержательные линии. Линия предполагает характеристику развития человека в разные исторические эпохи, характеризует условия жизни и быта людей в разные периоды, их потребности, интересы, мотивы, восприятие мира ценностей, рассматривают, вот эта линия рассматривает роль личности в истории и влияние человека на исторические процессы. Уважаемые коллеги, в своем выступлении мною были затронуты отдельные элементы содержания концепции. Концепции преподавания учебного предмета история. Безусловно, многие учителя-историки знакомы с концепцией, но вместе с тем призываю вас еще раз внимательно изучить данный документ. Следующий вопрос, который хотел затронуть в своем выступлении, посвящен современным технологиям и средствам обучения в реализации концепции преподавания учебного предмета история. В современном преподавании истории используется довольно широкий спектр технологий, основанных на применении определенных способов организации учебного процесса, учебной работы, в сочетаниях разнообразных форм занятий. Первая форма, вот на слайде представлена, это игровая форма. Например, это может быть дидактические игры. Вот, например, дидактическая игра по истории России «Аукцион». Эта игра проводится после прохождения одного из исторических периодов. Например, по теме «Эпоха Петра I». На уроке обобщения предлагается ребятам игра, продается оценка 5. Каждый из учащихся может ее купить. Для этого ученику нужно назвать любую историческую личность, жившую в эпоху правления Петра I, то есть современника Петра I. Вторая форма занятий на уроках истории – это моделирование исторических ситуаций. Уважаемые коллеги, вы все знаете, что моделирование – это исследование объектов на их моделях, предполагающие построение и дальнейшее изучение построенных моделей объектов, процессов или явлений. Требования, предъявляемые к результатам обучения выпускников школы, высоки. Общество заинтересовано в людях, которые не только обладают широким кругозором, но и умеют применять свои познания на практике. Каждый ученик, вне зависимости от начального уровня подготовки, должен пройти через различные варианты моделирования, начиная от более простого, ну, например, это работа с текстом и заполнение таблицы по материалам учебника, или модуля с явным общеизвестным алгоритмом решения, до моделирования решения задач исследовательского характера и прогнозирования. Ну, давайте рассмотрим варианты исторического моделирования. Например, какова была бы история России, если бы царевна Софья не допустила править Петра I? Или какова была бы история России, если Петр Аркадьевич Столыпин не был бы убит? Также учитель может использовать такие формы занятий, как круглые столы, лекционно-семинарские практикумы и так далее. В рамках изучения истории России рекомендуется использовать современные технические средства. Возможности дистанционного обучения с использованием цифровых технологий, электронных образовательных ресурсов. Например, одно из заданий на уроках истории может быть создание видеоролика, посвященного эпохе Александра II.
Общая тенденция, объединяющая большинство современных педагогических технологий, заключается в том, что определяющую роль на всех этапах проектирования и организации учебного процесса играет деятельностный подход. На занятиях особая роль отводится активной, разносторонней, посильной и вместе с тем развивающей деятельности обучающихся. Наряду с заданиями, требующими воспроизведения изучаемого материала, широко используются преобразующие, то есть поисковые, творческие задания. Причем не только в старших классах, но и уже при изучении первых разделов истории. Курс «Отечественная история» предоставляет особенно широкие возможности для использования разнообразных форм организации учебной работы обучающихся. Этому способствует мотивация самопознания, поиск растущим человеком ответов на вопросы «кто я?», «кто мы?» и так далее. Значительная источниковая база отечественной истории. Это богатство и доступность памятников и материалов, представленных в современных информационных сетях, собраны в библиотеках и музеях, сохраняющихся на улицах городов и сел. Возможности организации поисковой, исследовательской работы обучающихся, учебных проектов с обращением к материалам отечественной истории, в том числе региональной истории и локальной истории, истории своего города и села. Имеющиеся условия для собирания обучающимися устной истории, рассказов людей старших поколений о своей жизни и так далее. Особо хочу подчеркнуть значение работы над учебными проектами по отечественной истории, поскольку они являются интегративным средством развития, обучения и воспитания обучающихся. Ну, коль я уже затронул тему проектного обучения, давайте мы более подробно об этом поговорим. Ученый-педагог Евгения Семеновна Полот дала следующее определение понятия проектной деятельности. Это процесс создания проекта при взаимодействии педагога, обучающегося и других заинтересованных участников образовательного процесса, которому предшествует комплекс действий целеполагания, планирования и изучения окружающей действительности, направленный на получение результатов в виде описания, детализации, дополнения и оптимизации ее предметов, явлений и процессов с последующей презентацией. Да? Презентация – это представление полученного продукта. Таким образом, проектная деятельность включает компоненты мотивационные. Мотивационные – это проявление у учащихся потребности, интереса к определенной проблеме. Да? То есть проблема должна быть личностно значима, интересна для школьников. Далее это целевой компонент, то есть это цель. Цель – это предвосхищение решения проблемы. Учащимся необходимо определить цель своей проектной деятельности. Содержательный компонент – это выполнение всех видов работ по проекту. Процедурный компонент – это использование средств деятельности в ходе выполнения проекта. И результативный компонент – получение и обсуждение самого проекта, то есть как продукта деятельности учащихся. Существует огромное количество разных видов проектов. Думаю, нет смысла сейчас их перечислять, но остановлюсь лишь на тех учебных проектах, которые активно используются в учебном процессе на уроках истории. Первое – это исследовательские проекты. Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры, обозначенных целей, актуальности для всех участников проектной деятельности. Эти проекты полностью подчинены логике исследования, то есть имеют структуру, приближенную или полностью совпадающую с исследовательской работой. Например, проект по историческому краеведению «Армейская судьба» Макара Андреевича Бабикова. Учащиеся при выполнении проекта могут изучить литературу и источники, использовать метод интервьюирования, поработать в архивах. Творческие проекты. В
вторая группа проектов, да, второй вид проектов, творческие проекты, они предполагают соответствующее оформление результатов. Например, это может быть инсценировка, это может быть и живая картина, оформление выставки в школьном музее. Такие проекты, как правило, в отличие от исследовательской деятельности, исследовательского проекта, не имеют детальной проработанной структуры совместной деятельности участников. Широко в процессе учебно-воспитательной работы используются межпредметные проекты. Они, как правило, выполняются во внеурочное время. Это либо небольшие проекты, затрагивающие 2-3 предмета, либо достаточно объемные, продолжительные, общешкольные учебные проекты, планирующие решить ту или иную достаточно сложную проблему, значимую для всех участников проекта. Ну, например, это межпредметный проект по истории и литературе «Крымская война в судьбе и творчестве Льва Николаевича Толстого». Представим примерный порядок работы над учебным проектом. На основе темы и других данных в условиях задания школьники должны определиться с проблемой своей проектной деятельности. То есть что такое проблема? Это некое противоречие между тем, что детям известно об объекте проектирования в данное время, и тем, что необходимо узнать, осмыслить, понять для ответа на прямо поставленный вопрос в проектном задании. Например, проект «Северная война» 1700 и 1721 год. Основной проблемный вопрос. Северная война – упадок экономики или двигатель прогресса? Или, например, учебный проект «Смутное время и его последствия». Основной проблемный вопрос – смута, катастрофа или возрождение. Проблема или проблемная задача, которую сформулируют ученики, скорее всего, будет носить учебный характер. Так как возможно, что в науке и обществе уже достигнуто определенное взаимопонимание по дискуссионному вопросу. Существует мнение о причинах, версиях, развития, последствиях исследуемого объекта или исторического процесса. Однако для ученика полученные знания действительно будут новыми, и они будут действительно значимыми. Только в проектной деятельности самыми ценными являются результаты, связанные не только с когнитивными, познавательными учебными действиями, например, что дети узнали, сколько с личностными и развивающимися эффектами образования. То есть, что дети поняли, чему научились, каким ценностям они приобщились. Да? В этом заключается педагогический эффект проектной деятельности, проектной работы по истории. Далее, в русле своей проблемной задачи школьники должны определить круг источников, виды информации и место ее возможного нахождения, которые будут необходимы для выполнения проектной работы, проектной деятельности. Если над проектом работает группа школьников, то есть если это групповой проект или парный проект, целесообразно распределить поручения, кто собирает материал в краеведческих музеях, кто работает в архивах, кто берет интервью и так далее, а кто оформляет, например, проект. Периодически группа должна собираться вместе и обсуждать промежуточные результаты, да, в ходе выполнения учебного проекта. Части проектного задания готовятся индивидуально, если это индивидуальный проект или в микрогруппах, а потом обсуждаются. Поскольку личностные и социальные эффекты учебного проекта ярче всего раскрываются в его публичной презентации, в его защите, то на завершающем этапе выполнения проекта школьники готовят сценарий проекта. Так, ну, он должен быть обязательно согласован, да? Презентация может быть в разных формах, разных форматах. Это может быть урок творческих проектов, это может быть урок презентации, это может быть пресс-конференция,
круглый стол, это может быть исторический вечер. Да? И вот на что хотел обратить внимание, уважаемые коллеги, то, что презентация – это не просто представление проекта, это прежде всего защита проекта. То есть презентация и защита – это, по сути, два взаимосвязанных этапа работы над проектом. На этапе презентации учащийся представляет продукт проектной деятельности. Хочу еще раз подчеркнуть, что продукт – это не реферат, это не доклад, а какой-либо отчуждаемый объект. Это может быть выставка, макет, плакат, газета, инсталляция, коллаж, видеоролик. Ну вот все это возможно будет продуктом проектной деятельности. А защита проекта, она предполагает вопросы, даже не вопросы, а предполагает ответы на вопросы аудитории, вызванные непониманием или желанием прояснить какие-то пункты или концепцию всей проектной работы учащихся. Исходя из учебного характера проектной деятельности, ее главные эффекты заключаются в рефлексии проектной деятельности школьников. Дети должны осознать, что они узнали. То есть, по сути, это предметные результаты проектной деятельности. Чему они научились? Это метапредметные результаты. И что они поняли? Это личностные результаты. Помимо представленных проектной и поисково-исследовательской деятельности по предмету, в курсе отечественной истории существуют значительные возможности для постановки и обсуждения проблем, связанных с неоднозначным отражением событий и явлений прошлого в различных свидетельствах, а порой и противоречивыми их оценками в работах историков. Например, обсуждение такой противоречивой фигуры в истории российского государства, как Иван Грозный. Иван Грозный – реформатор или тиран. С одной стороны, положительным моментом правления Ивана Васильевича являются реформы избранной Рады. А с другой стороны, это политика опричнины, которая нанесла большой урон государству. Вот и дискуссия, вот и так рождаются обсуждение такой исторической фигуры, как Иван Грозный. Такие совместные обсуждения, организуемые учителем, служат для обучающихся практикой оценочной деятельности, помогают в дальнейшем ориентироваться в спектре версий и оценок, высказываемых в общественных обсуждениях и дискуссиях. Принимая во внимание отмеченные факторы, преподавание курса отечественной истории особенно важно строить в виде диалога учителя и обучающихся. То есть должно быть выработаться субъектное отношение между участниками образовательного процесса, да, учителем и обучающимся. Следует также отметить, что широкий контекст курса «История России» дает возможность для осуществления неформальных, содержательных, межпредметных связей с материалом других предметных областей. Каких, например? Это литература, русский язык, обществознание, география, изобразительное искусство, музыка. Уважаемые коллеги, на сегодняшнем семинаре мы с вами кратко рассмотрели современные технологии и средства обучения в реализации концепции преподавания учебного предмета история. Спасибо вам за проявленный интерес к семинару. Хочу пожелать вам удачи и успехов, профессиональных успехов. Спасибо огромное вам за внимание.